Армаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, бүгүнкү республикалык штабтын пресс борборунда Бишкек шаарындагы абал боюнча маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Орозалиев Алмаз Кадырмаевич маалымат бермекчи. Бүгүнкү биздин берүүнү Түз ободон ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, Ынтымак ТВ, ЛФМ, биринчи радио, Кыргыз радиосу, МНК ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРнын YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана биринчи радионун баракчаларынан көрүп уксаңыздар болот. Ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен дагы көрүп уксаңыздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба о ситуации в городе Бишкек на сегодняшний день. И об этом нам расскажет заместитель министра внутренних дел Кыргызской республики, комендант города Бишкек Орозалиев Алмаз Кадырмаевич. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, областные медиацентры, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, на радиостанциях ЛФМ, биринчи радио, Кыргыз радиосу, МНК ЛФМ, Марал ФМ, через YouTube канал ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и биринчи радио, также через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Алмаз Кадырмаевич, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу шаардыктар. Бүгүнкү күнгө карата Бишкек шаарынын боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көз оңойго алынган. 2020 жылдын 25 марттан 23 апрелге чейинки убакта 1458 кылмыш иши жана жоруктар катталган. Анын ичинен бети ачылганы 1326. Бардыгы болуп, комендант сат бузагым үчүн 88 жаран кармалган. Анын ичинен 73 эркек, 15 аял. Жалпысынан өзгөчө абал убагында тартип бузгандарга саны 2450. Анын ичинен эркектер 2125, аялдар 325. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын өзгөчө абал жөнүндө 28 бересине ылайык бардыгы болуп 2285 протокол. Ал эми Кыргыз Республикасынын бузуулар кодекс жөнүндө кодексинин 82 прим 1 ылайык беренесине 205 протокол түзүлгөн. Белгилей кетсем, өзгөчө абал жаралгандан бери үй бүлөлүк зомбулук фактылар саны өсүп кетти. Алсак, былтыркы жылкы салыштырмалуу 61,7% өскөн. Анткени былтыр 24 марттан 24 апрелге чейинки убакта 100 факт катталса, быйыл 162 факт катталды. Азыркы учурда баарыбыз азыр үй бүлөбүз менен үйдө отурабыз. Ошондуктан үй бүлөбүздү ар кандай зомбулуктан, урт токмоктон сактап, ынтымакка жашасак, бул оор күндөрдө өтүп, жакшы жашоого багыт алабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңдарды чын жүрөгүмдөн Орозо айынын башталышы менен куттуктайм. Бул ыйык ай ынтымакты жана биримдикти жалаң гана мусулман калкына алып келбестен бүткүл Кыргызстан элине алып келет. Ошондуктан бул майрам жалпыбыздын майрамыбыз. Тилекке каршы азыркы абал баарыбызга бирге болууга тоскоолдук жаратууда. Коопсуздукту жана ден соолукту сактоо эң маанилүү. Ошондуктан баарыңар үйдө болуңуздар. Баарыңарды чыдамкайлыкка, туруктуулукка чакырат элем. Жана ушул ыйык ар бир үйгө кубаныч жана жакшылык алып келсин. Добрый день, дорогие жители города Бишкек. На территории города Бишкек в сфере общественной безопасности ситуация остается стабильной и находится под нашим контролем. Всего с 25 марта по 23 апреля 2020 года на территории города Бишкек совершено 1458 преступлений, из них раскрыто 1326. За нарушение комендантского часа за сутки было задержано 88 человек, из них 73 мужчин, 15 женщин. Всего в период с 25 марта по 24 апреля 2020 года за нарушение комендантского часа задержано 2450 человек. Из них мужчин 2125, женщин 325. Всего по статье 28 Конституционного закона о чрезвычайном положении было составлено 2285 протоколов. По статье 82 прим. 1 Кодекса о нарушениях 205 протоколов. Уважаемые дорогие жители города Бишкек, хотел бы отметить, по сравнению с прошлым годом,
факты семейного насилия в период чрезвычайного положения увеличилось на 61,7%. В прошлом году за аналогичный период с 24 марта по 24 апреля 2019 года зарегистрировано было 100 фактов семейного насилия. В этом году этот показатель составляет 162 факта. Уважаемые горожане, обращаюсь к вам и прошу, что эти дни тоже пройдут, но мы должны сохранить свои семьи. Мы сохранить должны свое будущее, наших детей, наших жен и наших близких. Поэтому еще раз вас обращаюсь. Будьте более терпимы. Эти дни пройдут, и мы всегда находимся рядом с вами. Дорогие кыргызстанцы, от всего сердца поздравляю с началом священного месяца Орозо. Этот месяц сплачивает не только мусульман, но и весь народ Кыргызстана. Поэтому этот священный месяц является настоящим праздником единения всех граждан. К сожалению, нынешняя обстановка в стране не позволяет быть рядом с друзьями и со всеми родственниками в эти дни. И безопасность сейчас очень важна. Будьте дома и берегите себя. Этот месяц ассоциируется с терпением, выдержкой и пониманием. Я призываю вас проявить эти качества ради нас, ради тех, кто вам дорог и близок. Пусть этот месяц принесет вашей семье радость, процветание и благополучие и на всей нашей стране. Уважаемые горожане, хотел бы еще раз отметить, выразить благодарность нашему благодарность журналисту Алымбаеву Нурису. Благодаря его активной гражданской позиции был выявлен факт сбыта поддельных пропусков от комендатуры и справок о занятости. Совместно я с Алымбаевым Нурисом, сотрудники органов внутренних дел, был задержан гражданин БЭ 90-го года, который продавал поддельные пропуски по 1500 сомов. При проведении следственных мероприятий у данного гражданина было изъято печати поддельные клише, поддельные пропуски. Я еще раз хотел бы поблагодарить Алымбаева Нуриса. Я думаю, что это очень хорошая гражданская позиция, которая, я думаю, что приведет к нашему дальнейшему сотрудничеству. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и правонарушений ГУВД города Бишкек по статье 359 «Подделка документов Уголовного кодекса Кыргызской Республики». Назначены необходимые экспертизы и о результатах следствия мы дополнительно дадим информацию. По поводу, очень много нам приходит вопросов о гендерном насилии. Я не случайно сегодня поднял эту проблематику. Возросли случаи насилия, и это начинает беспокоить общественность. Готов ли комендатура дать добро работе кризисных центров? Сможет ли обеспечить безопасность временным местам нахождения жертв насилия? Да, мы можем рассмотреть данный вопрос, но при одном условии, что если кризисные центры будут соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, именно в связи с тем, что там будет определенное скопление людей. Они должны подходить под эти все требования санитарно-эпидемиологических правил. Что касается обеспечения безопасности данных учреждений, мы готовы выставить охрану, обеспечить охрану общественного порядка, физическую охрану, будем говорить, постояльцев данных центров. Если какие-то вопросы есть, я могу ответить. Алмаз Кадырмаевич, ранее вы сообщили о номере горячей линии для граждан. Сколько было жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов на постах? С чем с основным они связаны? Мы сделали анализ, и на горячую линию за время чрезвычайного положения у нас более 1500 звонков поступило на действия именно сотрудников правоохранительных органов. Но в основном, звонки были из-за заторов и образования пробок на блокпостах. Я еще раз хотел бы объяснить, уважаемые горожане, уважаемые предприниматели, что это не по нашей воле, не по нашему капризу все делается. Это связано с тем, что на каждом посту у нас находятся
представители органов здравоохранения. И каждый находящийся пассажир, водитель в автомашине, он подвергается проверке на измерение температуры. В связи с этим у нас вот образуются заторы, и мы, к большому сожалению, создаем неудобства для наших граждан. Если карантин не будет продлен после 30 апреля, с чего начнутся послабления? Какие предприятия будут работать в первую очередь? Я считаю, вот мы, значит, проанализировали ситуацию. В первую очередь необходимо, я думаю, запустить те сферы деятельности, где задействованы, значит, наше население с однодневным заработком. Это в первую очередь, это, наверное, стройки, это станции технического обслуживания, это вулканизации, это такси, но еще раз хотел сказать, со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, не более 2 человек не более 2 пассажиров в одной машине. Еще раз хотел бы, значит, предупредить, все, что мы вот какие предложения даем, это все должно быть связано со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Будь то стройка, будь это СТО, значит, своевременная обработка, ношение масок, соблюдение дистанции. Вот. Мы можем рассмотреть данные сферы деятельности. Но при этом еще раз хотел сказать, что если в случае нарушения, значит, данных норм будут применяться все нормы законодательства в самой строгой форме. Вы каждый день говорите, что за нарушение комендантского часа задерживают людей. Расскажите, пожалуйста, о женщинах, которые нарушают комендантский час, как они объясняют выход из дома в столь позднее время? Я бы хотел сказать, что среди нарушителей комендантского часа и есть женщины. Задержанные женщины объясняют это тем, что зачастую не успели попасть домой до начала комендантского часа. И, значит, это связано с их прогулками в непосредственной близости к их домам, жилым кварталам. Карантиндин шарттары кандай сакталып жатат? Өзгөчө абал бүтүп комендант сааты алынгандан кийин эл массалык түрдө көчөгө чыгып кетет деген коркунуч жокпу? Жарандардын ден соолугунун коопсуздугу үчүн кандай иш аракеттер көрүлөт? Ошондой да коркунучтор бар. Бирок биз ошо мен эл үстү чакырат элем. Ошондой эле бул илдет толугу менен бизден кете элек. Ошон үчүн мен да ошону эл үстү чакырам. Ошо өзгөчө абал бүткөндөн кийин массалык түрдө эшикке чыкпаңыз. Ошондой эле бүгүнкү күнү орозо учурунда ошону карантиндик эпидемиологиялык нормаларды сактап жүрүңүздөр, урматтуу кыргызстандыктар. Рахмат, урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмаз Кадырмаевич маалымат берди. Бүгүнкү брифингди Түз абадан ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, Ынтымак ТВ, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Менкы ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук агенттигинен дагы көрүп алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.